Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Сез ифтарларда катнаштыгыз. Барыгыз да монда да килдегез, оештыруга да булыштыгыз. Без быел менә 15 ифтар үткәрдек, шулай итеп, значит, барбер менә бер ай бик тиз генә үтеп китте. Шулай бит инде. Сизмәдек дә. Менә без все-таки теге религиозный темаларга инде хәзрәтләрне чакырабыз. Ярый җәмәгать, башлык бер дуа кылыйк. Амин. Альхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин саллаллаху алейхи ва салlam эҗмаин. Я рәхмәтле Раббым, ошбу мәҗлесләрне камил рәвештә кабул әйләсәң идең. Хата кимчелекләр булса, гафу әйләсәң идең. Синнән генә сырбыз һәм синнән генә дуа кылабыз. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин би рахматика я архамар рахим. Бу фани дөньяны һәм ахират дөньясын яратучы. Дөньяда бөтен җанлы һәм җансыз мәхлукатны тәрбия кылып, барчаларыбызны фани дөньяда мусульман булып яратучы, дөньяда газиз бәндәләрен ризыкландыручы да, хәрәкәтләндерүче дә һәм эй бәндәләрем, бирелгән кыска гомерегезне, санаулы көн һәм төннәрегезне изгелек кылып, гөнаһлы эшләрдән тыелып яшәгез дип, безгә бөек тәрбиясен җиткерелгән Аллаһу субханаһу ва таалагә күңел түрләребездән чыккан хәмд сана мактауларыбыз һәм рәхмәтләребез булса иде. Якты дөньяга рәхмәт буларак җибәрелгән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салават ва дугаларыбыз ирешсә иде. Ирак юлларны якын итеп, иман эндәвен ишетеп, Аллаһның берлеген ва барлыгын танып, ошбу мөбарәк Рамазан гаетыбызда җыелган хөрмәтле мусульманнар, динебез ислам диненең күркәм сәламе белән барчаларыгызны сәламлыйбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөбарәк булсын шушы Рамазан гаетыбыз. Аллаһ субханаһу ва тааля узган гает белән бүгенге гаеткә кадәр эшләгән бөтен изгелекләребезне кабул әйләсен. Бәндәчелек белән кылган гыняхларыбызны, хата кимчелекләребезне Аллаһ субханаһу ва тааля шулай да гафу әйләсен. Алдагы Рамазан айннарны да иминлек, тынычлык белән күрергә насыйп ва миясар әйләсә иде. Әлбәттә, җәмәгать бөтен җыелыш беренчедән башлана насихат белән. Ничек беләсез, Аллаһ субханаһу ва тааля кешене нинди сыйфат белән яратты? Оноту сыйфат белән. Меня все понимают. Потому что основная цель, чтобы мы все получили пользу для нашей веры. Быть может, мы не увидимся в мечети, но это хорошая возможность для того, чтобы услышать что-то полезное. Потому что, как говорит Всевышний, человек создан забывчивым. Каждый из нас нуждается в напоминании 24/7. Поэтому все слова наставления я говорю в первую очередь самому себе, а затем вам. Потому что мы тоже нуждаемся в напоминании и забываем. И как вы знаете, Всевышний создал нас не просто так. Соответственно, Всевышний предписал какие-то обязательные вещи. Поэтому самой главной обязательной вещью, как говорит Всевышний, что создал людей и джиннов для того, чтобы они поклонялись мне. Поэтому первая цель создания человека и того, что ты двигаешься, и Аллах Та'аля себе ризыклар беря, Всевышний дает тебе пропитание, и ты живешь. И первая, самая твоя главная цель – это поклонение Всевышнему. Аллах Та'аляга гибадат кылу. Әлбәттә, ул иң беренче, иң мухим максат. Поэтому, как вы знаете, в нашей религии есть обязательная пятикратная молитва. Утренний намаз, обеденный намаз, или намазыбыз, послеобеденный намаз, вечерний, и затем ночной, и затем все намазы начинаются, и азан, призыв на молитву, начинается со слов Аллаху Акбар. Аллах бейек дип, Аллах велик. Сабый бала бу дөньяга килгәндә, кулагына исем кушканда әйтәләр Аллаху Акбар. Когда рождается ребенок, ему в ухо говорят Аллаху Акбар. И когда человек уходит из этого мира, над ним читают джаназа намаз, погребальную молитву и говорят Аллаху Акбар.
Аллах бейгдит. Много раз слышали Аллах велик, но до конца не понимаем, как это понимать. Аллах велик. Ну, хорошо, дальше что? Поэтому, когда ты слышишь призыв на молитву, Аллаху Акбар, это означает, что Аллах велик, чем ты был занят сейчас. Второе его значение, Аллаху Акбар, Аллах велик, чем все творения, которые есть. Аллаху Акбар. Как говорили жены пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, когда наступало время намаза, пророк вел себя в доме так, как будто никого не знал. Пророк вел себя так в доме, когда наступало время намаза, как будто никого не знал. Почему? Потому что он прекрасно знал сура Кяхф, где Всевышний говорит: «Бисмилля, аль-малю аль-банун, зинатуль хаяти дунья». Всевышний говорит в сура Пещера: «Ваше имущество», Всевышний сказал, «ваше имущество и ваши дети являются украшением мирской жизни». И в продолжении аята Всевышний что говорит? «Валь бакияту салихат». А останутся это ваши деяния. Кала тарган айбер улсезнен гамаль. И Всевышний этим словом «а останутся» дал нам понять две вещи, которые были до временны. Имущество. Есть свойство продаваться, заканчиваться. Сегодня есть, завтра нет. Продали. Дети. Каса кештар айта без дуньяда балаларышин яши безды. Мы живем ради детей, как говорят некоторые люди. Нет. Человек никогда не живет ради детей, ради семьи, ради жены. Нет. Человек живет не ради них. Он живет с ними. Он живет с ними. Это слова Всевышнего в Священном Коране. Что первый приоритет в сердце всегда должен быть Всевышний. Потому что только Он остается. И не зря у Него есть имя, какое? Вечный, Баки, который останется. И это имя очень хорошо будет перед самым судным днем, когда не останется никого. И что скажет Всевышний ангелу смерти? Кто остался? О, Азраиль, кто остался? Он скажет: Всевышний, остался ты и остался я. И что скажет Всевышний? Иди забери у себя душу, подобно тому, как ты забирал ее у других. И когда не останется никого, Всевышний что скажет? Лилляхиль вахидуль кахар. Лилляхиль вахидуль кахар. И только Всевышнему принадлежит власть. Где все те фараоны, где все те, кто считал себя богами, и будет тишина. Альбетта ул Аллах ненбер рахмете хамбуляге. И поэтому и намаз, и пост не уходят в сторону. Потому что пост в месяц Рамадан также является обязательным предписанием Всевышнего. Пост в месяц Рамадан. Поэтому, как говорил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, лучший раб для Всевышнего, самый любимый раб для Всевышнего — это какой? Который поклоняется Всевышнему в молодости. Который поклоняется Всевышнему в самом рассвете сил. Когда он красивый, здоровый. И он находится в поклонении. Это лучший раб. Поэтому если мы застигли месяц Рамадан, и мы в телесном здравии, будучи молодыми, конечно же, на наших плечах обязательно держать пост. С намерением, что это предписание от Всевышнего. Этот месяц прошел. И поэтому кто заработал вознаграждение, тот, конечно же, заработал. Ул Аллах Та'аляның бер рахмәте һәм бүләге җәмәгать. Шуны онытмый. Аллах Та'аляны уйлый. Потому что нас рано или поздно не будет. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в своем хадисе сказал: когда человек уйдет из этого мира, он должен оставить три вещи. И третий из которых, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: это праведный ребенок. И сподвижники спросили: о пророк, а кто такой праведный ребенок? Кто это? И пророк ответил: праведный ребенок — это тот, кто после твоей смерти
будет делать дуа за тебя в твою могилу. Просить у Всевышнего истигфар за тебя. Известная дуа, которую мы часто, мусульмане, произносим, «Робби гафирли вали валидайя». Всевышний, прости меня и моих родителей. Потому что уровень родителей, а особенно мамы, он очень велик. Да? Потому что все, что скажет мама в адрес своего ребенка, всегда окажется правдой. Потому что у нее есть уровень над своим ребенком, пока она жива. У нее будет уровень, сколько бы лет тебе не было. У мамы есть автоматический уровень, который Всевышний ей дает за то, что она тебя как минимум носила 9 месяцев. Из-за этого Всевышний дает уровень матерям. И каждое ее слово в адрес своего ребенка всегда становится обязательной вещью. Потому что многие из нас сталкивались с тем, что мама что-то сказала, и ты не послушал, и она что в конце говорит? Вот миссия от же, я же тебе говорила. Потому что анинин сузе, анинин дараджасе, это очень высокий дараджа, да, очень высокий уровень. И поэтому, когда мы уйдем из этого мира, всегда нужно думать о том, кто будет читать за наш умерших. Да? Альбетта безнен халыкта, мәжлисләр жия, наши люди, да, например, вот татарлар, мәжлис собирают, читают умершим большой список. Да? Этих людей давно нет. Ну а сколько людей, которых дети даже не знают как отчество своего отца. Не то, что знает, да, например, кто был отец, понятно, но отчество даже не знают. Әлбәттә безнең өстебездә балалар өчен тырышу. Конечно же, на наших плечах это заботиться о своих детях, дать лучшее образование, яхшы урында эшләсеннәр диеп, яхшы урында яшәсеннәр диеп, это наша ответственность. Но самый главный костяк, основу, которую ты должен оставить детям, как говорил пророк также, это религия, это дин. Это лучшее, что ты можешь оставить. И это будет тебе как садакатуль джария, милостыня, которая будет неиссякаема даже в твою могилу, когда остановятся все дела. Если человек оставил садакатуль джария, неиссякаемое пожертвование, например, выкопал колодец, построил мечеть, и каждый, кто выпил из этого колодца, будет тебе вознаграждение. Также ты, если построил мечеть, каждый, кто будет молиться, часть вознаграждения будет идти тебе в могилу, даже если тебя давно нет. И также и посадить дерево, да? Откуда это взялось? Конечно же, из ислама. Даже если человек оставил дерево, птицы, которые будут там, вить гнезда, питаться и так далее, они все будут что делать? Благодарить Всевышнего и просить за тебя истигфар. Поэтому одно из общепринятых вещей, что человек должен построить дом, вырастить ребенка и посадить дерево. Это не просто так, да, потому что это из садакатуль джария. А в нашем случае человек должен оставить праведное наследство. Потому что, как вы знаете, дети всегда делятся на две части. Есть дети, в которых есть польза, и есть дети, в которых нету файды. Есть дети, в которых нету пользы, и которые несут только страдания и горе своим родителям. Поэтому на наших плечах это просить у Всевышнего праведное потомство, чтобы дети были праведными, и чтобы они были хорошими и поклонялись Всевышнему. Поэтому альбетта үзебезне онотмык, да, это наше самое главное наставление, чтобы мы не забывали поклонение, да, альбетта хазир Рамазан айбызда үтте. Аллах субханаху ва тааля кабул айласын бүтән яхшы эшләребезне, гүнәһләребезне, хата кимчелекләребезне Аллах субханаху ва тааля шулай да гафу айласын.